сюжете. Вот в такой юрте раньше жили кочующие нагайцы, а передвигались они исключительно на лошадях. Но! Вспомнить былые времена и попытаться воссоздать жизнь предков. Для этого в Терекле-Мектебе собрались нагайцы со всего Северного Кавказа, а начиналось все с обычной группы в одном из мессенджеров. Мы организовали группу в WhatsApp. Ребята с Карачаево-Черкесии нагайцы тоже были в группе. И они, обсудив это все в своей группе у себя там, бросают в группу информацию, что они в апреле будут здесь, у нас в гостях. Выходят оттуда, с Красносельского района. Говорят, и мы приедем. И мы решили туда организовать всероссийский. Объявили всем, приезжайте сюда, будем здесь собираться. Около 90 всадников, позади у них сотни километров в седле. По пути в Терекле-Мектеб они посещали нагайские села, где их встречали местные жители. Самый длинный маршрут получился у конников из Карачаева-Черкесии. Их путь составил 440 километров. 13 конников добирались в течение 7 суток. Не передать словами, они выходили всем аулом, дети, школьники, старый, млад, выходили, прямо поздравляли нас, слова благодарности для нас. Очень приятно, очень приятно. Самое сложное, наверное, было как-то собраться, мы что-то собирались. Большое спасибо людям, тем, кто по дороге встречали нас. Очень много внимания было. Конечная остановка – Нагайский район. Здесь, в кочевом городке, для гостей установили 8 юрт, а также провели соревнования по национальным видам спорта. В рамках конного перехода проходят 3 вида состязаний. Это стрельба из лука, табан-терес, национальный вид спорта и перетягивание канатов. Мы стараемся приобщать молодежь к национальным традиционным видам спорта для того, чтобы развивать их и прививать культурные определенные ценности. В перерывах между состязаниями спортсмены играют на национальном инструменте домбра. Это помогает настроиться лучникам перед стрельбой. Для гостей здесь подготовили концертную программу, где выступили местные творческие коллективы. Также для всех желающих организовали праздничный обед под открытым небом. Мне понравилось это мероприятие. Очень понравилось то, что можно окунуться в наш быт, в наше прошлое. Узнать, как нагайцы в древности жили в юртах. Очень понравились соревнования, табан-терес, стрельба из лука. Сейчас будут скачки, за которыми я охотно очень буду следить. Все прошлое вернулось к нам, все хорошее прошлое. Вот эти юрты, которые стоят, так хочется там чуть-чуть пожить, например, недельку, может, интересно было бы. Вот за это им огромное спасибо. Сейчас все больше местных жителей стали приобщаться к культуре своих предков. Конный переход на такие длинные дистанции – хорошая проверка на выносливость как для всадника, так и для коня. Иншаллах, мы осенью, если все будет благополучно, кочееровские нагайцы приглашают нас туда. Мы хотим отсюда, с берегов Каспийского моря, тронуться Кочеер. По дороге будет соединяться к нам желающие все другие. Организаторы надеются, что конный переход, направленный на развитие коневодства и восстановление нагайской культуры, станет ежегодным, а число всадников станет в разы больше. Владимир Разыкаев, Махарбек Амариев, Марьяна Курбанова, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Нагайский район.